Абдулла Гурбати обвиняется в сотрудничестве с партией Исламского возрождения Таджикистана. Антироссийские санкции Запада отрицательно сказываются на экономике Таджикистана. Таджикистан и Казахстан подписали договор о космической связи. Талибан убили своих сподвижников и выдали их за тех, кто обстреливал Таджикистан и Узбекистан. Министерство внутренних дел Таджикистана подозревает задержанного журналиста Абдуллу Гурбати в сотрудничестве с партией Исламского возрождения Таджикистана. В ПИФТ заявляет, что Гурбати не состоит и никогда не состоял в партии. Абдулла Гурбати и блогер Далер Мамали 15 июня решением суда были заключены под стражу на 2 месяца. В отношении Абдулла Гурбати прокуратурой района Шох-Мансур возбуждено дело по заявлению сотрудника ОВД этого района по статье 328 «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Шоти Хафиззода вчера, 19 июля, на пресс-конференции в Душанбе заявил, что Абдулла Гурбати подозревается также в сотрудничестве с запрещенной партией Исламского возрождения. Подробности можно узнать в прокуратуре района Шох-Мансур, где расследуется дело Абдулла Гурбати, добавил Хафиззода. С ареста Абдулла Гурбати прошло более месяца. Прокуратура района Шох-Мансур города Душанбе до сих пор не прокомментировала задержание журналиста. С адвокатами Гурбати журналистам пообщаться также пока не удается. Тем временем партия Исламского возрождения Таджикистана заявляет, что Гурбати никогда не состоял в партии и не сотрудничал с ней. Пресс-секретарь партии Бубаджон Каюмзода сообщил сайту Пайом, что это очередная клевета властей. Власти Таджикистана признаются, что антироссийские санкции Запада отрицательно сказываются на экономике страны. США и другие западные страны ввели обширные экономические санкции против Москвы в ответ на вторжение России в Украину. На сегодня основной торговый партнер Таджикистана – это Россия, и введение санкций, естественно, влияет на некоторые наши стратегические направления, такие как нефтегазовый сектор, заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир на пресс-конференции в Душанбе 18 июля. Антироссийские санкции, по словам главы Минпрома, также влияют на зерновой рынок, который, несмотря на последствия санкций, остается стабильным, так как поставки зерна осуществляются из Казахстана и на данный момент полностью удовлетворяет потребности Таджикистана. Шерали Кабир отметил, что санкции будут влиять отрицательно, но дает властям Таджикистана возможность самим заниматься диверсификацией поставок, находить новые рынки. В качестве примера он привел импорт сахара, который раньше закупался в России. Последние несколько месяцев поставки осуществляются из Индии. Индийские поставки нормализуют ситуацию на рынке с точки зрения обеспечения качества и ценовых параметров, подчеркнул глава Минпрома Таджикистана. Тем временем, по официальным данным, взаимный товарооборот между Таджикистаном и Россией за 5 месяцев этого года вырос почти на 50%. АО «Республиканский центр космических связей» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и ООО «Исател» Таджикистана подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата КАСАТ-3. В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны. Как сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, договор скрепили подписями заместитель председателя правления АО РЦК Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умет Тагоев. Компания ООО «Исател» является дочерним предприятием ОАО «Телерадиоком» и является оператором связи на территории Таджикистана. Имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в городе Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как государственные органы, так и частные компании страны.
Воюющий против нового режима радикального движения «Талибан» Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг утверждение талибов о том, что якобы боевики ИГИЛ координировали ракетные обстрелы границ Таджикистана и Узбекистана. Ранее талибы объявили, что в ночь на 17 июля 2022 года их силы спецназа в ходе спецоперации в уезде Имам-Сахиб, провинции Кундуз, рядом с границей с Таджикистаном, ликвидировали центр ИГИЛ-Хорасан, откуда планировались и осуществлялись атаки на соседние страны. Но Сибгатулла Ахмади, официальный представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что эта так называемая спецоперация была инсценировкой и что люди, убитые талибами в Кундузе, не были членами ИГИЛ, а имели отношение к самому Талибану. Они убили несколько иностранцев, членов Талибана, у которых были разногласия с официальными лицами талибов в Кундузе в вопросах распределения доходов от контрабанды наркотиков через Шархан-Бадрат, и объявили их членами ИГИЛ, заявил Ахмади, чьи слова цитирует информагентство Регнум.